Добрый вечер, друзья! Итак, самые значимые моменты в спорте за последние пару дней. Юные дзюдоисты республики завоевали 4 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медали на открытом турнире, который проходил в Кабардино-Балкарии. Золотыми призерами стали Дамир Цалоев, Абдуллах Богатырев, Абдул-Рахим и Ахмед Гамурзиевы. Серебряные медали достались Мухаммаду Богатыреву, Али Гамурзиеву и Халиду Гойкову. Бронзовую награду получил Абдул-Рахим Цалоев. Все призеры – представители 8-й Гамурзиевской школы. На всероссийском турнире по вольной борьбе в памяти подполковника Магомеда Дзахмишева наши спортсмены завоевали 4 медали. Соревнования проходили в Нальчике. Почти 150 спортсменов отстаивали на ковре звания лучшего в 10 весовых категориях. Это представители 6 регионов страны – Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чеченской Республики и Дагестана. Золотую медаль завоевал Зелимхан Чаниев в весовой категории до 55 килограммов. Серебряной удостоился Магомед Амин Килоев в весе до 51 килограмма, а призерами бронзовых медалей стали Алихан Полонкоев в весе 45 килограммов и Магомед Евкуров 60 килограммов. Исламбек Дасхоев в составе команды Сочи-2007 стал победителем ЮФЛ Юг-1. Сочинцы досрочно за 2 тура до финиша завоевали золото турнира. Исламбек провел 23 игры в первенстве, забил 3 гола и сделал 6 голевых передач. Наш защитник пропустил лишь 1 игру сочинцев из-за перебора желтых карточек. Дасхоев 6 раз включался в символические сборные по итогам тура. До перехода в Сочи выступал за республиканскую спортивную школу «Ангушт». Московский Амкал официально объявил о подписании контракта с новым защитником Абдурахманом Ахильговым. В команде он получил прозвище «Адро», к которому к нему приложилось давно. Играет он на позиции левого защитника, но может сыграть и в полузащите. Абдурахман является воспитанником Республиканской спортивной школы «Ангушт» и Академии футбольного клуба «Ахмат» и выступал за молодежку Ахмата, Велес, Калугу, Ангушт, Знамя Труда и Орехово-Зуево. Амкал – одна из самых популярных медийных футбольных команд России благодаря активному участию в турнирах, медиалиге и участию в Кубке России. Команда известна своей зрелищной игрой и участием известных блогеров, что привлекает большую аудиторию болельщиков. Ингушский самбист Магомед Жамбулатов 2-й год подряд стал победителем чемпионата Росгвардии по самбо на кубок генерал-полковника Анатолия Романова. Состязания проходили в городе Балашиха. Джамбулатов выступал в весе до 53 килограммов. На соревнованиях участвовало более 130 спортсменов из округов и военных институтов, а также кадетских училищ из Перского края и Москвы. Это были все спортивные новости на сегодня. Спасибо за внимание.